Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Ну да, печь блины да мастерица, напекла на блины на 4 сковороды. Ну да, на 4 сковороды. Напекла их кучек 6, семерым уж не поесть. Ну да, семерым уж не поесть. Всеми четверо за стол, дали душеньки простор. Ну да, дали душеньки простор. Встречайте широкую масленицу. Сегодня программа «Каравай» в Кощаково. Мы снимаем масленицу. На территории Татарстана в далеком прошлом этот праздник отмечали по-особенному. Где-то 3 дня, а где-то целую неделю. Зимние забавы, народные песни, ледяные горки и, конечно, блины. В селе Кощаково Пестричинского района отметили широкую масленицу. На площадке возле храма с утра до вечера проходили народные гуляния. Несколько лет назад мы решили проводить здесь все вот такие вот значимые праздники в русском традиционном календаре. Ну и в том числе, конечно, Масленицу, как вступление в Великий пост. Сначала народу было немного, только прихожане, а теперь опять же стараниями батюшки праздник разросся до достаточно серьезных масштабов. К нам приезжают из города, из соседних поселений. Мы очень рады, что этот праздник можем праздновать именно в таком сельском, настоящем формате. Мы об этом давно мечтали. И люди, как мы видим, тоже скучают по таким небольшим сельским масленицам. Празднование здесь начинается с литургии. Начало праздника. Народ потихонечку подтягивается. В Кощаково всегда на Масленицу самовары начинают растапливать, а процесс этот не быстрый, и наблюдать за ним было очень интересно. Растапливаем, берем лучину, ложим рожек. Мы готовим. Ну что дальше? Сейчас столы накроют, и будут чай люди пить. Провожать зиму нужно ярко, весело и обязательно дружным хороводом. В старину верили, чем радостнее пройдет Масленица, тем быстрее наступит весна. Из года в год мы собираемся у нашего крыльца, у Свято-Троицкого прихода, встречаем широкую Масленицу. И вообще все праздники мы встречаем вместе, то есть Дом культуры и наш приход. Как видите, все весело, задорно. И горочка у нас в этом году есть, так как и снега нет. Мы собрались, ее сделали. Игры народные проходят. Играем, веселимся, пьем чай, кушаем вкусные пироги, блины. В общем, разгуляй. Стараемся, поменьше этого всего современного, поменьше синтетику, поменьше таких скажем так, фонограмм и всего остального, да, побольше традиционных именно игр, традиционных каких-то забав для Масленицы. Мы используем именно игры, песни, и которые именно здесь бытовали. И обязательно катание на лошадках батюшка устраивает. Это тоже характерно именно для сел и деревень Татарстана. Больше-то я не знаю именно прям четко характерного именно для этого места. Но я еще раз говорю, фишка именно в том, чтобы использовать именно традиционные развлечения, а не фанеру и не синтетику. Этот праздник пришел к нам еще с языческих времен. Тогда он был привязан ко дню весеннего равноденствия и праздновался 7 дней до этого дня и 7 дней после. 2 недели празднования Масленицы были посвящены прощанию с зимой и пробуждению весны. Считалось, что в этот период солнце, будучи детем Каледой, становилось юношей Ярилой. На Масленицу чествовали молодые пары. Те родственники, которые были на свадьбе, приглашали молодоженов себе в гости.
нам кажется, что нам удается соединить между собой и прихожан храма, и людей, которые присматриваются к тому, как же это здорово, как же это тепло и искренне, когда люди собираются вместе и объединены каким-то одним прекрасным делом. И на селе еще достаточно живы традиции взаимопомощи, традиции помощи, так называемых традиционных, да, когда люди еще могут помочь друг другу вспахать поле под картошку, убрать урожай, иногда построить дом все вместе. То есть в сельской местности, конечно же, семьи еще достаточно большие, и многие традиции не ушли из этих семей и продолжают в них бытовать и здравствовать. Все старое должно сгореть. Для этого в конце праздника сжигают чучело, олицетворяющее зиму. Кстати, у русских на этой территории чучел не было, жгли костры. Игры у нас чисто народные. И хочу сказать, что у нас праздник проходит по исконно народным русским традициям, без сжигания чучела. Это наша изюминка нашего села, и мы этим гордимся. Игры народные, как вы это видите, это валенки, это заря, это ворота. В общем, их очень много. И, как видите, они массовые, красивые. Но, конечно же, Масленица в ее традиционном таком понимании, стиле, мы не претендуем на, скажем так, уникальность, на аутентичность, потому что информация до нас дошла только частично. И поэтому по восстановленным каким-то рассказам старожилов, по информации специалистов, мы тоже стараемся прислушиваться к мнению специалистов и стараемся с людьми общаться, разговаривать, что им больше всего по душе, что они хотели бы, может быть, как-то добавить, а может быть, как-то поучаствовать сами более активно. В честь солнца пекли множество блинов. Желтых, круглых, таких тонких, чтобы сквозь блин просвечивалось солнце. Эта традиция сохранилась и до наших дней. Блин, как символ солнца, в главный масленичный день радовал всех, и детей, и взрослых. В душе у каждого, кто пришел в этот день на площадь возле церкви, царило безоблачное настроение. Празднование Масленицы, оно возрождается повсеместно в приходах Русской Православной Церкви, и оно освящается традицией тысячелетней и проводится в нашем приходе уже несколько лет широким таким празднованием, во время которого участвуют все. Участвует и ансамбль «Загудница» наш приходской, и ансамбль «Церковная слобода», участвует местное отделение культуры, местное ДК, школа. Поскольку Масленицу принято отмечать повсеместно, вот как ее встречают в Чистопольском музее истории города. Масленица – это самый любимый русский народный праздник, и празднуют его с глубоких, далеких времен, еще наши предки-язычники его праздновали. Это проводы зимы. Зима
у нас длинное, долгое. И приход весны, конечно, символизирует возрождение новой жизни. А русские люди, конечно же, ну и все люди, все ждали новый урожай, возрождение всего нового. Поэтому старались Масленицу отметить как можно веселее. За несколько последних лет в музее сложилась новая традиция. Музейные работники соревнуются в кулинарии. А чей рецепт блинов лучше, решают юные гости. Какая же масленица без блинов – символа солнца? В музее-заповеднике Масленица празднуется уже более 5 лет. И каждый праздник, конечно, проходит очень весело, своеобразно. Ведь у каждого дня масленичной недели свое название. И с детьми мы стараемся каждое название отпраздновать. Например, понедельник – это встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка. То есть дети не только знакомятся с русской культурой, но они еще узнают очень много нового. Это и пословицы, и поговорки, это и семейно-родственные связи, потому что есть и тещины заловки на посиделки, и тещины вечерки. Самые юные участники мероприятия смогли окунуться в веселый мир народных игр и забав. А это фрагмент старинного русского народного праздника в Национальном музее Татарстана. И на что только не идут его сотрудники, чтобы развеселить казанскую детвору. В этом году мы решили рассказать немножечко о традициях празднования, об истории от древности до современности, как праздновали Масленицу. Включили также театрализованную часть, где у нас и скоморох, и медведь, и сама Масленица выходит с детьми, они играют, вспоминают старинные игры. Сами забавные костюмы шьют, сами сценарии придумывают. Казанские школьники не первый год предпочитают приобщаться к старинным славянским традициям в крупнейшем музее Татарстана. Мы ведь музейные работники, и наша задача в первую очередь показать и фондовые предметы, которые у нас хранятся, и мы их не можем объять. Но в нашей лекции мы как раз используем предмет, и на ее основе мы подготовили лекцию, где мы рассказываем о том, что ведь раньше были забавы, которые сейчас уже, к сожалению, из жизни уходят, мы их не используем. Вот, к примеру, очень интересные кулачные бои устраивались и при Петре Первом, и раньше на Руси они были очень известны, когда ставили мальчишки, потом юноши и взрослые мужчины, стенка на стенку, шли деревня на деревню мериться силами. Кулачные бои были распространены и при Иване Грозном, он очень любил эти забавы, ну и при Екатерине они также были второй очень распространены. Только Николай I запретил кулачные бои, потому что они все-таки были вредны для здоровья. Сказочные персонажи рассказали о значении каждого дня, познакомили с обычаями и обрядами, связанными с празднованием Масленицы. Мы в рамках музея проводим, конечно, Масленицу внутри музея, да, но по мне так все-таки должна Масленица правильно быть на улице, на площади, чтобы люди объединялись, чтобы люди веселились и немножко от обыденности отдыхали от проблем, чтобы такая вот была релаксация от стрессов всевозможных каждодневных. Вот. Иногда устраиваем и во дворе музея, когда мы и самовар ставим, чтобы люди могли просто согреться, поговорить с теплым чаем, с блинами угоститься. Еще одна из традиций Масленицы – катание с гор. Заливали улицу водой, дети одевали лапти на валенки, мочили их. Эта конструкция затвердевала, и дети словно на коньках катались по ледяной улице.
что одним из таких вот веселых занятий в Масленицу было катание с ледяных горок, которые строили специально, заранее готовили молодые юноши, ставили сначала сруб, потом устраивали скат. До 200 метров ледяная дорожка достигала длины, и вся площадь, дети и взрослые любили кататься на таких вот горках. Снежный городок, он тоже пользовался очень большой популярностью, целое произведение искусства иногда это было. Снег навозили, если его было мало, водой заливали, чтобы было крепкое, ну и вот так вот играли. На этой Масленице достаточно мало зрителей, в основном это все-таки участники. То есть это и есть такое, традиционное, что ли, общество, когда люди все являются и творцами праздника, и его соучастниками. В этом и есть, искреннее переживание, наверное, вот этого момента, то есть это прощенное воскресенье и переход к Великому посту, что хотелось бы заручиться теплом друг друга, дружескими какими-то ощущениями, понять, что мы все вместе и справимся со всем, выстоим, несмотря ни на что, и что сможем делать какие-то дела вместе. И вот такие праздники, мне кажется, они дают большой заряд энергии, бодрости на то, чтобы оптимизма, на то, чтобы это преодолеть всем миром. Кто хочет на ходулю походить? Я хожу. Я первый раз. Исконный русский народный праздник, который освящен тысячелетней традицией православия на Руси. И он предшествует посту, празднику Духа, в который мы входим, как все православные христиане, сообща. Господь сказал, что если будем едины, будем иметь любовь между собой, то и Он будет с нами. Хорошо, когда чтутся традиции народов. Вот я, например, вообще татарка, да, но мне вот нравится то, что вот народ сплощает это все праздники. Это же очень хорошо. Это же хорошо, что
чтут традиции, которые были раньше, в раньше времена. Поднимает настроение, мы ждем его всегда с радостью, готовимся. Мы каждый год сюда приходим. Мне нравится праздник, я обожаю блины, еще и сладости. Мы на ходули ходим. Здесь мы здесь давно уже, в прошлом году. Здесь у нас лошадка, еще нас катает по очереди. Здесь вот так по кругу. Потом здесь всякие игры у нас. Ну, тут мы люди сельские, поэтому для детей вот горку сделали. Видите, это хорошо. Залили водой ее? Да, немножко. Вчера все таяло, а сегодня подморозило. Для нас, наверное, немножко. Погода хорошая? Да, природа немножко делает нам добро. Праздник удался. Люди, преданные делу возрождения народных традиций, смогли передать атмосферу настоящего народного праздника. Всегда очень приятно пить чай из самоваров, которые тоже жители поселения здесь всегда организовывают. Из деревни Черниково приезжает прекрасная лошадка, про которую сказали, что она у нас единственная такая осталась, которая возит ребятишек. И эта маленькая такая замечательная лошадка, она тоже как символ вот этой, с одной стороны, уходящей эпохи, но она является связующим таким звеном, потому что живая лошадь, которая везет нас, скажем так, с одного времени года в другой, осуществляет такой своеобразный переход. Это тоже очень символически, я бы сказала. Мы все в этом общем празднике сливаемся, потому что это на самом деле возрождение тех традиций, которые некогда были порушены. Потому что Масленица – это не разгульное, бездумное веселье, это осознанная радость предшествия праздника Духа Поста. Печь блины это мастерица, напекла на блины на 4 сковороды. На 4 сковороды. Напекла их кучек 6, и миры очень боялись.